cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Приехали в этнографический музей на открытом воздухе. Вот. В деревню Чертеж. Не помню уже, как называется, честно говоря. Вот. Гуляем. Мы сейчас будем подниматься на колокольню. Девочки-экстремалки. Церковь 1912 года. Ой-ой-ой. Представьте себе, 1912 года. Вообще уникальное сооружение. Церковь Николаева, опять же, потому что Мы опять хотим по Епине. Здесь очень крутой подъем. Даже немножко страшно. Окошко. Вот. А как мы будем спускаться? Трэш. Вот. Капец. Я тоже хочу. Там еще какое-то гнездо. совсем высоко, да. Что-то у меня очко немножко жимкает. В общем, вот здесь мы обнаружили гнездо. Я хотела вот тут подняться. Мне не хватает 1, 2, 3, 4 ступеньки, но мне уже страшно. Осталось теперь спуститься. Нам осталось спуститься. Не знаю, я, наверное, полусидя буду спускаться. Офигеть. Мы, короче, как старые клячи. Еле-еле спускаемся, потому что страшно. Вообще кошмар. Ну, она просто прямая. Они еще шатаются, эти доски. И это вдвойне нагоняет ужас. В общем, я вышла. Здесь никого нет. Походу, меня кинули. Ой. Вот сейчас и полазим по всяким домикам. Здесь мы окунулись в историю, посетив уникальный этнографический музей под открытым небом. Это не просто экспозиция, это живое дыхание прошлого. Здесь представлены настоящие дома известных якутских деятелей, например, писателей, основоположников якутской письменности и так далее. И собрать как можно больше. Видите, я уже проиграла. Игра в кальмара? Да, кстати, да. Якутская. Это наша, да, традиционная якутская игра.
Ну, я так много не играю обычно. Я мало играю. Видите, вот 2 осталось. И вот так вот надо поймать. Вот у меня 2 очка. Представьте, можно было зайти внутрь, прикоснуться к предметам, почувствовать атмосферу той эпохи. Вот так вот мы сегодня гуляем. Я уже устала, честно говоря. Ай, походу загорела. Сейчас мы идем по мосту. Тоже историческому. Такие музеи, конечно же, крутые. Где можно все потрогать, пощупать, походить, залезть. Прикольненько. Мост, естественно, шатается. Куда же без этого? Вот так вот. Кстати, чуть не упал. Вот. Мы побывали и в традиционной якутской Уросе, жилище, которое хранит всю мудрость веков. Нам рассказали, что дома перевозят целиком, не разбирая их. Вот такая вот я гуляю. Я уже вся красная. Развлечение такое стоит 150 рублей без гида. Но у нас как бы свой гид есть. Вот. Господи. Памятник Нюргуну Батуру Стремительному. Из бронзы, да? Да. Из бронзы. Там что-то тоже беседа какая-то. Ну, ничего нового. Да, мы все это вытаскиваем. Да, вот конечно. Мы с Катей поставили треугольник. Вот этот. СТО. Нам, в общем, сказали, что это не 15 метров, и мы поставили подальше. Вот. Тут пасутся кони. Осталось 20 минут ехать. Даже меньше. А нам потом оттуда далеко ехать, до переправы? Да, часа 2. Мы вот приехали на шиномонтажку. Мне кажется, я уже так устала. Сейчас пойдем в магазин. Вот. И поедем дальше. Сейчас мы будем еще через Алдан переправляться. Ждем, когда починят колесо. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur. Ехали на границу вот к Тампонскому району. Вот так. Тут кладем на хорошую дорогу. Сейчас отсюда до речки где-то. Но Якутия – это не только история и культура, это еще и дороги. А якутские дороги, надо сказать, хранят в себе немало опасностей. Здесь нет асфальта, это скорее направления, проложенные в дикой природе. В такой местности машины патрулирования встречаются крайне редко, а мы не встретили ни одну. А вот любителей скорости здесь немало. И когда они несутся на огромной скорости, поднимая столбы пыли, видимость становится практически нулевой. Мы на себе почувствовали все прелести такой езды. Несколько раз подцепили гвозди на трассе, а мелкие камушки буквально бомбардировали окна и днище машины.
Настоящий тест на прочность для автомобиля. Это путешествие не только знакомство с прошлым, но и реальное столкновение с вызовами настоящего. Якутия преподносит свои уроки, и мы их усваиваем, двигаясь дальше. Опять. Видишь, вот. Ага. Фиксики. На помощь. Господи, я пока снимала, меня тут все окружили. Ну какая ж тут красота! Конечно, насекомых тут дофига. В общем, я переоделась в свою новую кофточку, потому что стоять невозможно. Так, что сделаю? Еще и пальчики мои кусают. Вот. Катя куда-то пошла. Там брызгают антикомаринкой. Бегу туда. И меня. Не, только не в лицо. А куда? Надя. Все, хватит. Ой, слабо. Были чайки, теперь комары. Это жесть вообще. Господи, Жанна Васильевна сама меняет колеса. Не женщина, это танк. Мы приехали к причалу. Я покажу. А вот они по сколько заплатят должны дать? Ой, не надо. Мы тут на горе нафоткались. Сейчас мы спускаемся. Ну все, капец. Моим кроссовочкам. Мы вот на реке Алдан. Сейчас будем переправляться. Идем сейчас к воде. Нифига себе. Паром должен нас был уже засаживать 8. Сейчас уже без 10 9. И они до сих пор вон стоят и никого не пускают. Поэтому мы уже дождались красивый закатик. И тут сейчас будем снимать.
Я уже сожрала свои запасы на паром. Я брала себе сосиску в тесте. Мне нечего будет есть. Есть яблоко. Буду есть яблоко. Ой, они какую-то рыбу поймали. Так нормально. Мы вот подплываем. Там катерок стоит. Вас зовут? Я не знаю. Нет, наверное. Вот, подплываем уже. Пойдем уже? Идем в машину. Вот причал. А, все. Я, конечно же, ударилась ногой. Больно. И ничего. Все, садимся, едем дальше. 40 км. Мы приехали на шиномонтажку. Вот, колесо у нас сегодня аж пробило. Уже все спать хотим. И сейчас на улице почти 12 ночи. Но светло. Вот, сейчас поедем спать. Наконец-то. У меня осталось 6% на телефоне, а тут в 12, оказывается, выключают свет в поселке. Ну все, капец. Как так? Ну, ладно, мы и это выдержим.
приехали в хостел. Хостел прям в квартире. Вот. Вот сюда. Так, раз, два, три лестницы. И еще дальше. И тут я буду спать. Распределились. Осталось помыться и лечь спать. Я расстелила свою кровать.